Убегать при экстренных ситуациях и оставлять нуждающегося в помощи, как это сделал герой известного фильма, эти отважные ребята точно не будут. Ведь необходимым мерам оказания медицинской помощи их обучают еще со школьной скамьи. Первая помощь – это план мероприятий, который проводится специально для того, чтобы сохранить человеку жизнь и здоровье, а помогает обучиться необходимым мерам первой помощи ребятам специальный тренажер-макет. Вот покажи, пожалуйста, на нем, вот как оказывать первую помощь при инсульте. Ну, для начала, чтобы узнать, есть ли у человека инсульт или нет, то мы должны проверить по 3 признакам. Просим нашего пациента поднять руки и держать его примерно вот на таком уровне. Если вдруг пациент не сможет удержать свои руки и отпустит их, то это считается одним из признаков инсульта. Затем нужно попросить человека поговорить. При инсульте наблюдается невнятная речь, заторможенность движения, и человек выглядит потерянным. Впрочем, на открытом уроке учащиеся рассказывают не только о сердечных заболеваниях. Здесь говорят об ушибах и различных переломах. Что нужно делать при переломе? Для начала нужно достичь полной иммобилизации. Нужно уложить человека на плоскую поверхность. Сделать так, чтобы переломный участок не перемещался. И человек сам, чтобы не перемещался. Если переломный участок будет находиться в движении, это может привести к болевому шоку, потере сознания или повреждению тех тканей, которые находятся в непосредственной близости. Обучаются методам оказания первой помощи ребята в рамках курса «Природа и жизнь». Ведь такие навыки просто необходимы в повседневной жизни. Раяна Альянова выбрала курс оказания медицинской помощи при остановке дыхания и сердечного ритма. Руку под шею и удерживайте ее. Ни в коем случае не меняйте положение головы, если у пострадавшего есть травма позвоночника. Девушка уверена, что теперь знает все про необходимую помощь. На макете было очень легко заниматься, но я надеюсь, что если в нашей жизни случится такое, я правильно смогу оказать первую помощь. Надеюсь, что не растеряюсь в этом. Чему научилась? Я научилась показывать технику дыхания рот в рот, также непрямой массаж сердца. А долго училась этому? Нет, я, как сказать, уже месяц, но это тоже и долго, и мало. Но очень интересно было, познавательно. Я сегодня научился, как нужно оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях, там электротравма, ожог, инсульт. Скажи, электротравма, какую там помощь нужно оказать? Нужно убедиться в том, дышит человек, и находится он в сознании. И если он все-таки дышит, то его нужно уложить таким образом, чтобы голова находилась ниже ног. Это противошоковая мера такая. Я показывала, какую первую помощь нужно оказывать при артериальном кровотечении и венозном. Также мне очень понравилось, как показали помощь при ушибе и при переломе ноги. Помимо практических занятий, ребята также провели викторину, на которой отгадывали загадки, касающиеся оказания первой необходимой помощи. На открытом уроке присутствовали гости, работники района и администрации. Такие занятия они часто посещают и каждый раз убеждаются, что будущее в руках достойного поколения. Нам мероприятие очень понравилось. Ребята очень живо рассказывали, чувствуется, что они знают, что они в теме. Интересно рассказывали именно вот как можно оказать первую помощь. Я думаю, что если вдруг они окажутся в такой сложной ситуации, они сумеют это сделать, они не побоятся. И самое главное, вот в этой ситуации, мы им и пожелали это, чтобы они не терялись в ситуации, которые могут оказаться не только они, а и другие люди. И у них было и желание, и возможности. Согласно статистике, каждому 10-му человеку становится плохо на улице, дома или на работе. Причины могут быть разными. Утомляемость, проблемы со здоровьем, недостаток сна и отдыха. Если одни при виде больного человека достают телефоны и в поисках лайков начинают снимать и выкладывать в сеть, то другие незамедлительно оказывают помощь. Радует, что добрых и отзывчивых людей в нашей стране намного больше. Доброта, пожалуй, лучшее качество. Ну а что касается таких полезных занятий, их будут проводить чаще, отмечают организаторы. Следующим изучением ребят станет основой безопасности в экстренных и техногенных природных ситуациях. Лина Цычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.